Сүзләрне юлдан юлга күчерү. Перенос слов со строки на строку. 45-нче күнегү. Ука, прочитай. Яңа кием. Новая одежда. Искәндәргә яңа пальто алдылар. Искандеру купили новое пальто. Ялтыравыклы төймәләре, погоннары бар. Есть блестящие пуговицы, погоны. Шит илдә тегелгән. Эчке кесәләре ефәк. Сшит в чужой стране. Внутренние карманы шелковые. Кигәндә үзе киелә. Салганда төймәләрен генә ычкындыр. Шыж итеп шуа да төшә. Үзе салына. Когда одеваешь, само одевается. Когда снимаешь, только расстегни пуговицы. Пальто выж и сползает. Само снимается. Юл ахырына кара. Кайсы сүзләр юлга сыймаган? Посмотри на конец строки. Какие слова не поместились на строке? Смотрим. Первое слово ялтыравыклы не поместилось. Илдә, ычкындыр. Эти слова, видим, разделены с помощью дефиса. 3 слова в этом тексте перенесены с одной строки на строку. Аларны башкача күчереп булыр идеме? Можно ли было их перенести по-другому? Смотрим первое слово ялтыравыклы. Можно было перенести ялтыравыклы на второй строчке. В слове илдә по-другому нельзя было перенести. Здесь больше нет вариантов переноса. Ычкындыр можно было перенести ыч, дефис, и переносим на вторую строку кындыр. Сүзләр юлдан юлга ижекләп күчә. Слова переносятся со строки на строку по слогам. Матур, красивый, балаларда, у детей. Күчерү тамгасы сызыкча белән күрсәтелә. Знак переноса отмечается дефисом. Вот этот знак. Сейчас нам нужно вспомнить, как слова разделяются на слоги. Мы вспоминаем, что в каждом слоге должна быть одна гласная. И сколько гласных, столько и слогов в слове. 46-нчы күнегү. Сүзләрне юлдан юлга күчерү тамгасы куеп, дәфтәреңә яз. Запиши в тетрадь слова, вставив знак переноса со строки на строку. С, ер, шык, корга, телин, ке, норат, алмагач. Переведем. Скворец, ворона, тарелка, сосна, яблоня. Следующее правило. Бер хәрефле ижекне икенче юлга күчерергә ярамый. Нельзя переносить на вторую строку слог с одной буквой. Например, умыр за я. Нельзя переносить одну букву, одну гласную, на вторую строку. Можно перенести в этом слове вот так. Умыр, дефис, и переносим за я. Е нельзя букву Е переносить на вторую строку. Поэтому слово или остается на первой строке, либо переносится на вторую строку полностью. Шулай ук аны юл ахырында калдырырга да ярамый. Также его, имеется в виду слог с одной буквой, нельзя оставлять в конце строки, как, например, в слове эрекмен. Первый слог состоит из одной буквы, его нельзя оставлять на одной строке. Лучше оставить эрек, дефис, переносим мен. И в слове улен у нельзя оставлять, поэтому полностью слово переносим уже, потому что здесь других вариантов быть не может. Слово улен оставляем на одной строке, если не помещается, то полностью слово улен переносится на вторую строку. Переводим слова умырзая. Подснежник, куе, колодец, эркмен, лопух, улен, трава. Пользуясь случаем, привожу пример из своей жизни, как я запомнила данное правило. В 1 классе мне моя первая учительница, Марьям Салиховна, объяснила данное правило 1 раз, и я его запомнила на всю жизнь. И не делала ошибок. Она объяснила, что представь, что слова — это семья, гласные — это дети.
А согласные это все взрослые, кто есть в семье. И если ты перенесешь одну букву «я», это маленький ребенок останется один и потеряется. Поэтому всегда нужно вместе с ним оставлять хотя бы одного взрослого, то есть согласное. Но если мы оставим на одной строке «умер» и на вторую перенесем «за я», получается «я» не остается одна, а остается вместе с другими членами семьи. Мне, как ребенку, было легко запомнить данное правило. Идем дальше. 47-ші күнігу. Сөздерні ижеклерге бөлеп яз. Запиши слова, разделив на слоги. Со, вот, посуда. Щи, е, вишня. Бок, ща, ща. Садовник. Село, мед, лек. Здоровье. Шехер, город. Ю, ан, толстый. Дün, я, мир. Жихаз, мебель. Койсыларын юлдан юлға көшіріп болмай. Какие из них нельзя переносить со строки на строку? Смотрим, это те, в которых гласная осталась одна. Это слово «щие» не переносится со строки на строку. Юан и дөнья. 48-ші күнігу. Оқы, прочитай. Бала шақта алған білім, ташқа язған сөз білән бір. Знания, полученные в детстве, то же самое, что и слово, написанные на камне. То есть знания, полученные в детстве, долговечное и прочное. Икенче юлға көшірілмей тұрған сөздерні тап. Найди слова, которые не переносятся на вторую строку. Ищем это слово «сөз» и слово «бір». Тоже не делится на слоги. Поэтому и не переносится со строки на строку. 49-ші күнігу. Сөздерні ижеклерге бөлеп оқы. Прочитай слова, разделив на слоги. Уйлап қара, подумай. Қалынлық белгісі, нішкерлік белгісі, хәрефлері қайсы ижекте болыр? Буквы твердый знак, мягкий знак будут в каких слогах? Сначала читаем по слогам. Мэр, не, смысл. Түн, яқ, север. Тәқ, дим, предложение. Аш, яу, лық, скатерть. Еш, тәш, ровесник. Бір, ю, лы, одновременно. Кул, яу, лық, носовой платок. Прежде чем перейти к выполнению задания, я бы обратила внимание на слово аш яулық и кул яулық. Посмотрите, это слова исключения. В них есть сочетание «я» и «у». Правило звучит, что в каждом слоге должна быть только одна гласная. Но в этих словах мы видим, что в одном слоге находятся два гласных «я» и «у». Почему так происходит? Хоть это слово исключение, но этому есть объяснение. Когда мы произносим это слово, мы «у» произносим как согласную «в». Мы его произносим «в». Аш, яу, яу, лык. Из-за этого «у» идет внутри одного слога с другим гласным, как бы не считаясь гласным в этом случае. Именно из-за особенностей при произношении. А если бы мы читали это слово вот так, «аш, я, у, лык», то тогда да, то мы должны были бы разделить два гласных на два слога. Но мы видим, что читаем мы это «аш, яу, лык». Так же, как если бы вместо «у» стояла буква «в». «У» здесь читается как согласная «в». Сейчас давайте отвечаем на вопрос. В каком слоге находятся твердые и мягкие знаки? Делим по слогам эти слова. Мы просто отметим слова, разделив их дефисом. Мэр, не, түн, яқ, тәқ, дим, аш, яу, лық, еш, тәш, бір, ю, лы, кул, яу, лық. Получается,
Твердые и мягкие знаки остаются с теми буквами, после которых они идут. Они с ними не разделяются. Сүзлер ижиклерге нишик булине. Как разделяются слова на слоги? Как мы можем ответить на этот вопрос? В каждом слоге должна быть одна гласная, но могут быть исключения, как в слове ашьяулак, если сочетание я и у идет вместе, и они читаются как яу. То, что мягкий знак и твердый знак всегда остаются с теми буквами, после которых они идут. Исеңдә тот. Калынлык билгесе, нечкәлек билгесе хәрефләре үзеннән алда килгән хәрефтән аерылмый. Запомни, буквы твердый знак, мягкий знак не отделяются от буквы, которая идет впереди них. Ол, яп, кыш. Передник, фартук. Их, ти, бар. Внимание. Күп, ел, лык. Многолетний. Күн, як. Юг. Получается, видим, что мягкий знак и твердый знак остаются вместе с теми буквами, которые идут перед ними. И после них ставится дефис. Илленче күнегу. Ука. Прочитай. Киш. Вечер. Төн яктан салкынча жел исә. С севера дует прохладный ветер. Без дустым белән урамга чыктык. Мы с другом вышли на улицу. Анда һава саф. Там воздух свежий. Тышта безгә рәхәт. На улице нам хорошо. Сүзләрне юлдан юлга күчерү өчен үрнәктәгечә бүлеп яз. Запиши слова, разделив как на примере, для того, чтобы перенести со строки на строку. Получается, мы начинаем со слова «төн яктан» с севера. Мы не берем те слова, которые не переносятся со строки на строку. Итак, пишем. Сол, кын, ша, дус, тым. Жел исә без не подходит, так как они не переносятся со строки на строку. Белән, урам, га. Почему не у, рам, га? Потому что одна буква у не остается на одной строке. Далее пишу сюда. Щак. Так. Он. Да. Ха. Ва. Сов. Не подходит. Тыш. Та. Без. Ге. Ре. Хәт. 51-нче күнегү. Табышмакның җавабын табып, дәфтәреңә яз. Найди ответ на загадку и запиши в свою тетрадь. Киттем дип китә, кире килә. Ухожу, говорит, и уходит, но возвращается обратно. Что это? Это дверь. Ишек. Бу сүзне юлдан юлга күчереп буламы? Можно ли это слово перенести со строки на строку? Юк, булмай. Нет, нельзя. Ни өчен. Почему? Чөнки, потому что и хәрефе үзе генә калырга тиеш түгел. Буква и не должна остаться одна. Сүздәге ижик санын ничек белеп була? Как можно узнать количество слогов в слове? Мы можем просто посчитать количество гласных. Считаем раз, два гласных, значит 2 слога в этом слове. Но мы помним, что у нас есть исключения, в которых есть сочетание я и у, которое читается яу. Когда есть они, то это правило уже не работает. Или икенче күнегү. Сүзләрне ижикләргә бүлеп ука. Прочитай слова, разделив на слоги. Я, ба, лак, сова, сөль, г. Полотенце. Уй, ный, играет. Е, шин, молния. Хер,
Як. Каждая сторона. Сәғәт. Часы. Ар. Як. Заречная сторона. Альбом. Альбом. Аннары аларны юлдан юлга күчерү өчен кисәкләргә бүлеп яз. Затем запиши их, разделив на кусочки, для того, чтобы перенести со строки на строку. Почему на кусочки, а не на слоги? Потому что мы знаем, что слог, который состоит из одной буквы, не переносится с одной строки на другую строку. Поэтому мы делим не на слоги, а на кусочки. Ябалак, сөлге, уйный. Слово ешин не делится, не переносится с одной строки на строку. Хер як, сәғәт, ар як, альбом. Вот мы выполнили задание. 50-ші күнегү. Сүзләрне игътибар белән укы. Прочитай слова внимательно. Нокталар урынына калынлык яки нечкәлек билгеләре, хәрефләрен куеп яз. Запиши, вставив буквы твердый знак или мягкий знак вместо точек. Рояль, съезд, юнле, подъезд, юнле, порядочный, толковый, фонарь, июнь, емле, прекрасный, ихтибар, внимание, яштеш, ровесник, ел-язма, рукопись, апрель, рельс, көньяк, юг, яшкелт, зеленоватый, июль, бер юлы, одновременно. Рус телендә очрый торган сүзләрне табып әйт. Найди слова, которые встречаются в русском языке, и скажи. Это заимствованные слова. Рояль, съезд, подъезд, фонарь, июнь, апрель, рельс и июль. Татар сүзләрен ижекләргә бүлеп укы. Прочитай татарские слова, разделив на слоги. Юн, ле, ем, ле, их, ти, бар, еш, теш, ел, яз, ма, көн, як, еш, келт, бер, ю, лы. Ай исемләре белән җөмләләр төзү. Составь предложение с названиями месяцев. Июнь, апрель и июль. Составляем. 6 июнь Александр Сергеевич Пушкинның туган көне. 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 26 апрель Габдулла Тукайның туган көне. И со словом июль мин җәйнең бөтен айларын, июнь, июль, августны яратам. Чөнки бу вакытта без ял итәбез.